мысу радости, к скалам печали, к островам ли сиреневых птиц. Все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам с тобой ресниц. Все мощно, широко раздольно, как в древнем сказании. Все негромко, тепло, нежно, как в песне, которую можно спеть только очень близкому человеку, родной душе. Розовый мартовский снег, белая луна на фиолетовом небе, прозрачность последних цветов, янтарь листвы и малиновый вечер. И все это он. И на полотна его можно смотреть бесконечно и думать о том, как счастлив человек, познавший глубины творчества, как счастлив художник, который умеет смотреть и видеть, слушать и слышать. И все это о нем, о народном художнике Беларуси Виталии Цвирко. Его как личность, как человека я знаю с 1947 года. Увидел его, где консерватория, элегантный мужчина, интересный, в таком канатье. И мне показалось, что на то послевоенное время, когда люди были все-таки очень туманно одеты, он выделялся своей импозантностью, такой интересом. Но я не знал, что кто это. Позже я знаю, что это Цвирко. Наиболее интересно для меня эта личность открылась и, конечно, влияла на мой ход развития, вхождение в искусство, в понимание того, что нужно. Это 1953 год, когда открылся театрально-художественный институт в Минске. И вот его мастерская, куда я попал и учился у него, вот здесь открылась личность этого уникально интересного художника, человека, педагога. Как вел курс Виталий Константинович, это просто уникально. Мне приходилось быть не только вот в классе, когда постановочные работы, чисто такой плановый интерес, как выявлялся в учебе, но на пленэре, насколько артистично он видел мир вокруг себя и преподносил это в холсте, показывая, как он восхищается этим миром. Конечно, влияние его было на всех художников, не только на меня. Я так же, как и все, многого не понимал, но эта личность увлекала настолько, что заставляла не то что подражать ему, а быть каким-то внимательным и чувствовать пример от такой личности. На мой взгляд, эта фигура для Беларуси представляет более еще значимую. Он еще не раскрыт как открыватель такой белорусскости по духу, по цветовидению, по той пластике, как он представлял вот красоту нашего края. Вот я
сижу в своей мастерской. Эта мастерская, она принадлежала Виталию Константиновичу Цверкову. Так Богом как-то устроилось, что я после него вот работаю в этой мастерской. Я чувствую вот подъем и всегда присутствие этой личности. И не только вот я вот перед экраном это говорю, потому что ко мне приходят товарищи, друзья, и я не помню случая, чтобы это имя не звучало в нашем таком обыкновенном обиходе, разговоре. Как можно о человеке говорить? Как его преподносить? Мне кажется, что вот изобразительная культура сама в нашей республике без этого имени, без этого художника не может обойтись. В нем было то, что не покупается за деньги и не приобретается с годами: порода. Высокий, статный, лицом благородный, с хорошими манерами, всегда безукоризненно одет и пахнущий дорогим одеколоном. В общении с людьми он был легок, непринужден, слегка ироничен, иногда даже насмешлив, но никогда не был злобным и недоброжелательным. Откуда все это в нем? Элегантность, хороший вкус, стремление к красивому. Ведь он родился в семье простых учителей. Да, он родился в семье учителей 1 февраля 1913 года в деревне Радеево Гомельской области. Кстати, его крестной матерью была баронесса фон Петергоф-Земская. В те годы учитель в деревне, на селе был не просто учителем, это был носитель культуры. Его дом был всегда центром культурной жизни, и учитель был еще и советчиком. В доме было много репродукций, это русская классика, Левитан, Крамской, Федотов и другие художники. Виталик очень хорошо рисовал с детства, и когда они переехали в Минск, то по дому соседом оказался Кондрат Кондратович Крапива, который был тоже хорошим рисовальщиком и сразу обратил внимание на Виталия Цверко. Это было первое везение. А потом на Виталия обратили свое внимание Анатолий Тычин и Михаил Станюта, известные белорусские художники, педагоги. И это тоже было везение. С 29 по 32 годы он учится в Витебском художественном техникуме. И опять везение, потому что в это время там преподавали такие известные мастера, как Энда, Керзин, Хрусталев, Руцай, Ахремчик и другие. Затем Суриковский художественный институт в Москве. Здесь он общался с такими выдающимися мастерами советской живописи, как Герасимов, Покоржевский, Ряжский и другие. И, наверное, потому что он очень многого хотел, потому что он хотел стать настоящим художником, живописцем. Он был талантлив и стал поэтому настоящим живописцем.
Папа был очень хлебосольным человеком. Приходили гости, много художников. Жили малознакомые люди. У нас подолгу жила женщина с 2 детьми взрослыми с Гомельской области, откуда папа родом. Жила дочь священника, которая поступала в институт. Останавливались на несколько дней художники из других городов. Приезжали люди за границы, дарили папе книги с дарственной надписью. Папа был очень легок на подъем. Он работал в любую погоду. Если это была зима, то надевал кожух, валенки, брал с собой термос. Его машина превращалась в импровизированный мольберт. И вот он с утра до вечера без устали, когда уже краски застывали на морозе, писал и писал. У нас был дом, который построил папа, и на 2-м этаже располагалась его мастерская. И часто, когда папа готовил холсты, краски для своей работы, раздавалось его такое зычное раздольное пение. Он любил такие песни, как «Неман», «Чубчик», песня того времени, пел романсы «Тройка», «Скажите девушке-подружке вашей». Мама имела музыкальное образование, имела очень красивый голос, меццо-сопрано, устраивала музыкальные вечера и сама пела. Часто мы с мамой сопровождали папу в его дальних поездках. Мне запомнился крестьянский дворик с такой яркой весенней травкой и картошка, сваренная на костре с ароматом дымка. Папа очень любил кислое молоко крестьянское, такое густое, кусками, которое было в горлачиках. А вечером у костра состоялась беседа с этим простым народом, которые очень доверчиво относились к папе, удивлялись, как это житель города так к себе располагает и доступен. А папа иногда при свете костра набрасывал угольком или зорько всматривался в типажи людей, ища типажи для своей будущей работы. Он был патриотом в жизни и искренне и преданно любил свою прекрасную Беларусь. Заслуженный деятель искусства БССР, народный художник Беларуси, лауреат государственной премии, ректор Государственного театрально-художественного института, председатель правления Союза художников Беларуси, орденоносец, известный педагог. И это все так, и все по праву, все по заслугам. Но хотелось бы сказать о другом. Когда он выезжал на пленэры со своими учениками, а ученики какие? Щемилев, Стасевич, Арактеев, Казакевич и другие, то многие мэтры изобразительного искусства приезжали посмотреть на этот спектакль. Да, именно на спектакль. На это действие приезжал посмотреть и Азгур, и Шибнев, и Тиханович, и многие другие, потому что это действительно был спектакль. Он работал очень виртуозно, легко, артистично, при этом напевал, посвистывал и даже пританцовывал, и все было как в театре, и все создавалось здесь и сейчас, как во время спектакля. Так он работал. У него было удивительное качество ощущать тончайшие нюансы природы, ее состояние, то, что находится на грани, когда уже не день, но еще не вечер, еще не весна, но уже не зима, когда все покрыто цветами и зеленой листвой, но уже не лето. Он обладал удивительным качеством. Все это состояние, нюансы он переносил на свои полотна, и порой самые несочетаемые цвета появлялись на полотнах, и это не портило его работы, а наоборот придавало изысканное благородство. У него были и другие работы, такие как «Первый арест Сталина», «Непокоренный», «Восстание рыбаков на озере Нарочь»,
но все это было сделано талантливо, рукой человека мудрого, опытного, рукой мастера. Виталий Константинович был очень непосредственная, очень эмоциональная личность. И эти качества целиком отразились и в живописи. Он мог, независимо ни от чего, независимо ни от каких обстоятельств, сказать правду. И о человеке, и о его работе, и о произведении, и о взглядах, которые он, так сказать, проповедовал. Я думаю, что частенько эти, так сказать, высказывания ему самому вредили, потому что, как известно, воспринимать правду людям очень трудно, и они этого не прощают. Его эта непосредственность и в какой-то мере даже, несмотря на взрослость, незащищенность зачастую, вредила ему. Мощный талант, мощный эмоциональный заряд, та энергетика, которую он нес лично и в своих произведениях, одерживали всегда победу и всегда, так сказать, симпатии были на стороне его работ и на стороне его искусства. Виталий Константинович Цверко – это очень яркая личность, выдающийся художник Беларуси, я считаю. И очень жаль, что сегодня мы не видим того, что следовало бы видеть. Мы, например, не имеем еще до сих пор музея Виталия Константиновича Цверко. А между прочим, мог бы быть музей великолепнейший совершенно. И я думаю, что его произведения, выражаясь современным языком, абсолютно конкурентоспособны сегодня на мировом рынке. Я вспоминаю всегда художника Врубеля, и в одном из писем своей сестре Врубель писал: «Я знаю художника, который кладет нужный цвет на нужное место». Казалось бы, что еще нужно художнику? Нужный цвет на нужное место. Казалось бы, все. Но далее пишет Врубель: этого еще недостаточно. Нужно еще чувство восторга. Чувство восторга, пишет далее Врубель, присуще мне и Малявину. Но у Малявина меньше культуры, чем у меня. Я думаю, мы простим этот максимализм Врубеля, вспоминая Цверко Виталия Константиновича. Я думаю, что в полной мере можно сказать, что Виталий Константинович Цверко обладал этим чувством восторга. И это очень ценное качество, которым пронизано все его искусство. Он очень любил порядок и комфорт, и в жизни семейной придерживался правил старинных. Муж на работе, жена дома. Его женой была Евгения Николаевна Лубяницкая. Она была хороша собой, у нее были хорошие вокальные данные, она мечтала петь в театре. Но Виталий Константинович считал, что его жена должна быть дома, она должна воспитывать единственную любимую папину дочь Татьяну. В доме все время кто-то жил, кто-то приезжал, кто-то уезжал. Он очень многим помогал, и у него было железное правило. Он никогда не брал деньги обратно, которые давал кому-то в долг. Он считал это неприличным. Когда в 1983 году умерла Евгения Николаевна, а потом домработница, он растерялся. Он испугался одиночества и мог совершить неверные шаги и принять неправильные решения, но в конце концов все вошло в свое русло. И он продолжал работать и
работал много, но в основном уже писал натюрморты. Его творческое наследие бесценно и еще не совсем изучено. Его давно признали художником европейского масштаба, а критики поставили его фигуру рядом с фигурой былыницкого Берулли. Но пока нет ни музея Цверко, нет мемориального зала или постоянно действующей экспозиции его произведений. Пока всего этого нет. Я очень хочу стать художницей, хочу всегда вот передавать и о нем память. Я его картины очень ценю, потому что даже вот если я его не видела, я как будто бы уже очень давно с ним знакома. Я смотрю вот на дедушкины картины, и мне вот даже немножко хочется позавидовать, потому что вот так вот красиво он передавал природу, как будто бы стоишь ступить шаг, и ты будешь уже там. Он всегда передавал вот запах цветов, эту свежесть в картинах. Он всегда передавал счастье. Я всегда помню дедушку, потому что всегда, когда я пишу, рисую картины, я всегда думаю, как бы он поступил на моем месте. Как бы вот, он описал той или иной предмет, как бы он почувствовал эту природу. Всегда, когда я вижу его картины, я знаю то, что он их делал с любовью, и пытаюсь сделать так же. Я всегда помню о нем и пытаюсь, и думаю, то, что у меня получится быть похожим на него. Правнучке художника Алине 11 лет. Она девочка способная, хорошо рисует и делает успехи. Подолгу часто вглядывается в произведение своего прадеда, как будто хочет узнать какой-то секрет. Это ее начало. А о своем начале Виталий Константинович однажды сказал так: «Никогда не забуду родниковую воду, мокрый берег, зыбкий зеленый ковер, лужайки с цветами, до сих пор помню песни моей родины. Вечерний звон, голубые сугробы, морозы, но все это невыразимо далеко, вспоминаешь как сон». Его сны, видения, реальная живая природа на его полотнах. Там, где розовые снега, жемчужно-серые поля, белая луна на фиолетовом небе, янтарная листва и малиновый вечер, там осталась его душа. Виталия Константиновича Цверко. Все равно, где бы мы не причалили,
островам ли сиреневых птиц, к мысу радости, к скалам печали. Не поднять нам устать.